Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств и правительств, Ваше Высочество и Превосходительство, дамы и господа, прежде всего хотел бы поздравить Российскую Федерацию с успешным председательством БРИКС, пожелать успехов и плодотворной работы, а также поблагодарить за теплый прием и радушие в гостеприимной Казани. Выражаю признательность уважаемому Владимиру Владимировичу за любезное приглашение принять участие в этом важном мероприятии. Текущая насыщенная повестка дня БРИКС представляет особую актуальность для всего человечества. В этом объединении мы видим уникальную платформу, которая продвигает принципы суверенного равноправия, взаимного уважения и доверия, невмешательства во внутренние дела и совместного экономического развития. Мы разделяем цели и принципы деятельности БРИКС по представлению возможностей для экономического и социального роста, развития предпринимательства, продвижения цифровых технологий, разработки инновационных и экологически чистых технологий, решения климатических проблем. Хочу добавить, что это полностью совпадает с целями устойчивого развития, интегрированными в национальную стратегию развития Кыргызской Республики до 2040 года. Уважаемые друзья, после десятилетий глобализации и интеграционных процессов современное мировое сообщество становится свидетелем геополитической и экономической фрагментации. Стал ли мир более безопасным, стабильным и процветающим? Вопрос, конечно же, риторический. Сегодня доминирует не международное право, а право сильного. С каждым годом появляются новые разделительные линии. Растут расходы на вооружение, которые следовало бы направить на созидание и преодоление экономического неравенства. Избранные страны продолжают богатеть, сдерживая международную торговлю и манипулируя финансовой системой. Это наносит ущерб малым и экономически уязвимым странам. Несмотря на нынешнее сложное геополитическое положение в мире, Кыргызстан принимает все меры для устойчивого развития и уже добился значительного прогресса в этом, в том числе благодаря проведению масштабных реформ. Экономика страны в последние годы развивается уверенными темпами, несмотря на неблагоприятные внешние факторы и сложности на мировых рынках. За эти 3 прошедших года рост экономики составил в среднем 7%. Наш опыт показал, что при правильном ведении, политической воле, эффективном управлении даже небольшие страны с ограниченными ресурсами могут достигнуть хороших экономических результатов. Актуальным является сотрудничество в борьбе с последствиями изменения климата, которые зримо проявляются в горных экосистемах. Так, например, разрушение экосистем и загрязнение окружающей среды оказывают непропорционально сильное влияние на горные страны. По инициативе Кыргызстана и при широкой поддержке горных стран реализуется 5-летие действий по развитию горных регионов на 2023-2027 годы, принятая Генеральной Ассамблеей ООН. Наша другая инициатива – это закрепление нового глобального диалога по горам и изменению климата в качестве ежегодного мероприятия в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата и формировании переговорной группы горного партнерства. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к участникам мероприятия, поддержать инициативы кыргызской стороны. Уважаемые дамы и господа, Кыргызстан выступает за справедливый и недискриминационный международный экономический порядок, всеобщий доступ к благам мировой экономики и современным технологиям. Внешняя торговля в полной мере должна служить целям устойчивого развития. Убежден, что разработка альтернативных механизмов трансграничных платежей БРИКС, новых финансовых инструментов с использованием цифровых возможностей, совершенствование платежной инфраструктуры будут способствовать росту и эффективности торговли в региональном и глобальном масштабе.
Кыргызская республика заинтересована в сотрудничестве с новым банком развития в рамках финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития как в государствах БРИКС, так и других развивающихся странах, и надеется, что его роль будет только возрастать в целях искоренения нищеты, развития инфраструктуры и повышения устойчивости к глобальным вызовам. Мы готовы поделиться с заинтересованными участниками и партнерами формата Outreach BRICS+ своим опытом по развитию цифровизации и инфраструктурных проектов переходу к зеленой экономике. Заслуживает одобрения научно-образовательный кластер БРИКС. Видим большие перспективы в развитии культурного и творческого взаимодействия стран формата. Готовы присоединиться к развитию этой важной сферы и культурным обменам. В целях демократизации международных отношений хотел бы поделиться следующими соображениями. Первое. Для установления прочного мира в интересах будущего поколения важно не допустить так называемой блоковости, либо разделения государства на своих и чужих. Второе. Необходимо повышение эффективности миростроительства ООН, обеспечение уважения прав человека, усиление борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. Третье. Выступаем за укрепление системы многосторонности, которая является бьющимся сердцем ООН. Важно неукоснительное соблюдение принципов и норм международного права, прежде всего закрепленных в Уставе ООН, а также устранение дисбаланса между севером и югом. Четвертое. Как соседняя страна, Кыргызстан считает важным оказывать всемирную поддержку Афганистану и афганскому народу путем интеграции экономики этой страны в региональные и мировые экономические процессы. Важно не оставить Афганистан в международной изоляции без внешней помощи. Пятое. Призываем международное сообщество поддержать развитие стран Африки, Азии, Латинской Америки и других малых стран путем поощрения экономического развития, поощрения продовольственной и энергетической безопасности, противоэпидемиологических мероприятий. И шестое. Как горная страна в сердце Центральной Азии, Кыргызстан активно выступает на глобальном уровне по общей повестке развития горных регионов. Уважаемые участники, в заключение хотел бы вновь отметить, что мы высоко ценим деятельность международного объединения БРИКС и готовы внести свой посильный вклад в коллективные усилия по решению этих и других ключевых вопросов, стоящих сегодня на повестке дня. Подтверждая свое стремление к налаживанию и укреплению многопланового сотрудничества со всеми странами, участницами сегодняшнего мероприятия, Кыргызская республика заявляет о своей заинтересованности работать тесно со странами БРИКС и намерена совместными усилиями укреплять и развивать общие узы дружбы и партнерства во благо наших народов. Благодарю за внимание.